нас в прямой трансляции в Фейсбуке и на Ютубе. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну что ж, начнем. Константин, несколько раз ты был в наших эфирах, да, по телефону в основном. Это были небольшие такие включения. Сегодня у нас довольно много времени, поэтому сможем более детально разобрать всю эту историю. Недавно, в начале апреля, по-моему, 4 числа, был ровно год, как ты получил политическое убежище в Эстонии. Вот здесь хотелось бы уточнить, есть ли что-то новое в этом плане? Вот дали политическое убежище весной 2018 года. С тех пор вот все дали, и ты как бы живешь своей жизнью, никакого взаимодействия, или что-то вот в этом смысле происходит? Ну, в этом смысле с кем может происходить? Местные власти все в моем вопросе разобрались, дали политическое убежище, на основании этого выдали вид на жительство сроком на 3 года. И следующий мой контакт с властями именно по этому вопросу, с местными, он будет уже, сейчас скажу, за 2 месяца до истечения срока для того, чтобы продлить. Мгм. То есть они в процессе никак не контролируют, не спрашивают, чем человек занимается, чем живет, есть ли у него деньги на существование, например, не ведет ли он подрывную деятельность, возможно. Ну, я подозреваю, что, наверное, полиция безопасности, это местная спецслужба наподобие ФСБ, она, наверное, наблюдает за всеми беженцами так или иначе, не только теми, кто из России получил политическое убежище, но и из восточных стран. Но в открытую это никак не проявляется. В частности, к примеру, какие-то вопросы, которые касаются личной жизни, они в любом случае получают разрешение на то, чтобы этим заниматься. А так, ну, конечно, если ты не работаешь, то ты получаешь пособие. Тебе предоставляют пособие, возможность больничного страхования, так как беженцы чаще всего не могут позволить себе купить страховку. Но так как я на работу вышел еще до того, как получил убежище, у меня уже эти вопросы все отпали, и после убежища мне не надо было искать жилье, мне не надо было оформлять пособие, оформлять страховку. Единственный вопрос, который у меня сейчас висит еще, это изучение языка. Так. Потому что многие из беженцев, они, ну, и что касается именно не русскоговорящих, им сложно найти работу и адаптироваться, поэтому они сначала язык учат, потом выходят на работу. А так как, в принципе, в Эстонии нет проблем с русским языком, а тем более, если в комплекте с русским еще и английский идет, то работу найти проще. И я больше времени сейчас работе уделяю, чем изучению языка, поэтому я пока не мог попасть на те курсы, которые предоставляет государство. А вообще государство по специальной программе для беженцев предоставляет 300 часов занятий с преподавателем от Министерства внутренних дел. И, ну, это не полиция, это министерство, которое занимается внутренними делами. И дополнительно мне предоставили почти 1800 евро на оплату курсов изучения языка. Но сначала надо 300 часов отзаниматься. Бесплатных. И ты еще ни разу их не посетил, не посмотрел даже, как это происходит, да, получается? Я не мог, я посетил занятия, но так как там уровень был на 3 уровня выше, чем тот, которым владею сейчас я решил, что все-таки не буду так сильно гнать, пока еще есть время, и спокойно. Но в принципе я сам изучаю, я занимался репетитором, и какие-то бытовые ситуации высказаться я смогу. Что-то спросить в магазине, на заправке. Недавно начал осваивать парикмахерскую. Диалог в парикмахерской. Вот в магазине, на заправке, то есть бывает такая необходимость, что нужно именно по-эстонски разговаривать, да? То есть по-русски вопросы иногда не решаются. Если, например, находиться в Таллине и в районе Идевирума, который русскоязычный, по сути, район, то можно только с русским языком обойтись. Потому что хотя бы один продавец да будет по-русски говорить. Но так как у меня работа связана с передвижением по Эстонии, я выезжаю там в деревни, ну, куда-то там километров 50-70 от Эстонии, от Таллина, то там, конечно, и английский могут не знать, и говорить только на эстонском. Особенно те люди, кто, например, моего возраста или там чуть моложе. А кто старше, практически все говорят по-русски. А с чем связана твоя работа? Чем занимаешься? Я отвечаю за административную хозяйственную часть у одного из девелоперов таллинских. Ну, грубо говоря, есть недвижимость, есть проекты по недвижимости, которые развиваются. Сегодня, например, с утра я успел съездить, там раздал задание по выгрузке песка на строительство экофермы. Принял как раз там 4 машины песка, 4 этих тяжелотонника, многотонники с песком. Трактористу показал там, где нужно дорогу новую положить как раз для этих
грузовиков, которые дальше будут там объезжать объекты. Ну, такая строительная работа. Слушай, как дела, вот раз уж мы затронули, да, немного экономику Эстонии, конкретно строительный бизнес, он что, он как бы на месте, как у нас, или даже падает, или растет, может быть? Что происходит? Ну, что касаемо жилой недвижимости, в Таллине рост уже, по-моему, несколько лет, где-то примерно по 2,5-4% в год. Строительство довольно-таки серьезное, и у нас в конторе, в которой я работаю, есть собственность рядом с аэропортом таллинским, и сейчас принята концепция развития аэропорта до 2025 года, в котором все вокруг будет застраиваться, в том числе наша территория, где сейчас стоят еще советские постройки. Ну, они, конечно, в отличном состоянии, но в любом случае. И здесь будут возводиться многоэтажки. То есть Таллин растет как бизнес-центр в северной части Европы, потому что в этом году, по-моему, открыт прямой рейс в Берлин. В 2021 году рассматривают возможность открытия рейса в Нью-Йорк, открытия рейса в Нью-Йорк. И плюс строительство тоннеля Таллин-Хельсинки под заливом, под морем, под водой, подводного тоннеля. И поэтому пассажиропоток будет увеличиваться. Угу. И поэтому стройка идет очень активно. И, в принципе, по Эстонии тоже объекты строятся. Очень много мест, где сейчас устанавливают альтернативные источники энергии. Солнечную энергию и ветряки. То есть экономика, в принципе, в порядке, растет? Но экономика растет, а деваться-то некуда, потому что по программе развития и договора с Евросоюзом в 2018 году Эстония заплатила 1 миллиард евро в Евросоюз взнос. Сейчас скажу, нет, 4 заплатила взноса. Нет, 1 заплатила и 4 получила обратно. То есть всего получено 3 миллиарда евро, и постепенно будет сумма эта сокращаться. Угу. Слушай, вот за то время, которое ты проводишь в Эстонии, да, и уже за пределами России, есть ли какие-то контакты с родиной? Я не только сейчас родственников имею в виду, да, а, возможно, какие-то контакты, связанные вот в том числе с уголовным делом, из-за которого тебе пришлось уехать? Мне регулярно поступают предложения заняться моим делом и обжаловать его в органах Верховного суда в России. Но пока не могу рассказать все обстоятельства, я могу сказать, что так занимаюсь этим вопросом. И, конечно, по этому вопросу ко мне обращаются люди из адвокатов, кто желают на этом, может быть, как-то распиариться. То есть это адвокаты. А со стороны органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, может быть? Мне от некоторых лиц поступали предложения пересмотра дела, но на условия, скажем так, для меня совершенно неинтересные, которые мне предлагают. Угу. Ну как, ты можешь хотя бы в общих чертах описать, о чем речь идет? Я могу сказать, что очень просто. Мне нужны публичные гарантии прекращения моего преследования, пересмотр результатов дела. Государство тоже имеет такую возможность без моего участия это сделать. И тогда мы можем начать диалог о чем-то. Угу. Ну, вынужден сообщить тем, кто нас смотрит в Фейсбуке и на Ютубе, небольшие технические проблемы, связанные с трансляцией картинки, но нас слышно, поэтому программу нашу мы продолжаем. Напоминаю, что на связи с нашей студией Константин Чадлин из Эстонии, политический иммигрант. Вот исходя из того, что ты только что сказал, получается, планов по возвращению пока точно нет никаких, да? У меня слишком много планов здесь уже для того, чтобы возвращаться в Россию. Угу. Ну, а вот такой элемент, который, наверное, должен быть, о нем всегда спрашивают, тоска по родине, тоска по родному городу, улице, дому, по родственникам. Может быть, лет 50 и более назад это сказывалось. Угу. Но сейчас есть социальные сети, поэтому, в принципе, в информационном поле я нахожусь, общаюсь с друзьями, с близкими. Ну и тоска, наверное, больше все-таки по людям, чем там по каким-то местам, потому что березки есть здесь, можно пойти их обнять, пообнимать, походить, поскучать. Но граница пока в России открыта. В прошлом году ко мне в гости приезжало где-то человек 15, наверное. Угу. Подскажи, а вот по поводу твоего передвижения по Эстонии все понятно, да? У тебя даже работа связана с передвижением по стране. А по Европе везде ли можешь ездить, учитывая твой статус политического иммигранта и беженца в Эстонии именно? Здесь как это работает? Это работает так, что Эстония является гарантом моей безопасности и моей защиты в мире. Угу.
Но, естественно, с моей стороны тоже должны быть разумные действия, то есть я не должен въезжать в Российскую Федерацию, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, ряд стран бывшего Союза и некоторые азиатские страны. А в целом остальной весь мир для меня открыт. У меня есть специальный документ, паспорт беженца. И с помощью этого документа я могу передвигаться на общих основаниях, как гражданин России, в любую точку страны, точку земли. Ну, а по Евросоюзу, соответственно, без проблем, без виз, там, то есть свободное передвижение. По Евросоюзу, да, у меня вид на жительство в стране члена Евросоюза, поэтому я без проблем могу передвигаться на общих основаниях, как любой другой человек, у кого есть вид на жительство или гражданство Евросоюза. Между тем, смс-сообщение приходит, политтехнолог Андрей Потылицын. Костя, дорогой, мой руки хорошо, новичок никто не отменял, мы беспокоимся о тебе. Я думаю, обо мне можно не беспокоиться, потому что я все-таки не переоцениваю свою роль в истории российского государства и каких-то там событий, поэтому не думаю, что государству будет интересно тратить на меня какие-то средства, тем более такие. Понятно. Слушай, ну вот, если уж мы обсуждаем пока вот некую такую бытовую сторону вопроса, жизнь в Европе, конкретно в Эстонии, что ты можешь уже сегодня сказать, я не знаю, там, из все-таки минусов, что ли, с этого хотелось бы начать. Вот думал, что вот здесь вот так-то и все хорошо, но вот увидел, оказывается, вот есть такие проблемы. Не все идеально. Ну, в целом, я не могу сказать, что есть какие-то такие прям конкретные проблемы, в которых я разочаровался, и там ожидания реально сильно разнятся. Единственное, что здесь, конечно, дороже медицина. Здесь, в Эстонии, есть ряд проблем в целом с медобслуживанием. Но я пока об этих проблемах больше наслышан, потому что то, с чем сталкивался я там, с какими-то обращениями, ну, у меня, в принципе, все отлично проходило в медицине. Единственное, что для любого жителя Башкортостана и, наверное, там соседних регионов, удивительно, что когда тебя кусает клещ, так. Здесь не делают анализы клеща. Врачи говорят, подождите инкубационный период, и если вы не заболеете, то все в порядке. А если вы заболеете, то все равно вам уже ничего не поможет. Будем лечить. Вот так вот. То есть это получается, да. Но здесь активно пиарят вакцинацию от энцефалита. Угу. Получается, обычные жители, да, которые вот даже не работают в лесном хозяйстве, они, в общем, делают вакцинацию и решают эту проблему таким образом. Да, вакцина стоит 30 евро, и делается она, по-моему, в 4-5 заходов, там с интервалом в 3 месяца, полгода и год-полтора. Но большинство людей, с кем я общаюсь, кто там даже рабочий или кто просто ездит часто на природу, они говорят, да нет, я не вакцинируюсь, ничего страшного. Ну, укусит, попереживаю 2 недельки. Ну вот ты упомянул, да, что в принципе все хорошо, но платить приходится за медицину в принципе из своего кармана? Ну, зубная, естественно, из своего кармана. Страховка не покрывает. И если, к примеру, какие-то процедуры срочные, они оказываются бесплатно, причем вот как я, когда ногу повредил, растянул связки на ноге, я говорю, это просто, я был очень удивлен, потому что я приехал на такси в травмпункт, на улице стоял медбрат, который встречает тех людей, кто приезжает на машине и не может передвигаться сам. Он тут же, когда увидел, что я открываю дверь там, и оттуда пытаюсь вылезти из машины, он тут же подъехал с коляской инвалидной, помог мне выйти, посадил меня в коляску и говорит, что вот я вас сейчас провезу везде, поставлю вас в очередь, там получите талончик, когда нужно будет вам там в кабинет, вы меня снова вызовете, я подойду, помогу. Я говорю, да, в принципе, я сам справлюсь. И вот когда он мной занимался, пришел другой человек, кто встречал уже другого человека, кто там мог приехать, стоял и ждал. И, в принципе, ну, в этом плане я был очень удивлен, потому что, по сути, меня сопровождал во время приема вот этот медбрат, который помогал мне вставать, медсестра, которая там какие-то технические моменты решала, и врач. Вот отношение эстонцев к России, к истории такой совместной, да, к советскому прошлому, вот удалось ли пообщаться на эту тему, может быть, с людьми пожилыми? Есть ли, может быть, у кого-то ностальгия, или, может быть, есть, наоборот, сейчас какой-то страх всеобъемлющий, что вот Россия рядом, в любой момент, может быть, что-то случится? Ну,
настроения разные, но что касаемо самого настроения отношений именно к людям на бытовом уровне, то я пока никаких проблем не встречал. Я слышал, что бывают такие проблемы, что кто-то с этим сталкивается, но в целом не могу сказать, что есть какой-то негатив и заранее негативное отношение к русскоязычному человеку. Переживания по поводу возможной агрессии со стороны России, они, конечно, присутствуют. Но, опять-таки, в Эстонии свободное государство, свободные люди и свободно выражают свое мнение. И есть люди, кто со стороны эстонцев смотрит в сторону России и говорит о необходимости там, экономического сотрудничества, политического сотрудничества. И есть, конечно, люди, которые помнят период советской оккупации и относятся к этому негативно. То есть Но я не именно могу оккупацией сказать, называют, что... верно? Ну да, это в Эстонии официально признано оккупацией. Угу. Ну, если подходить так вот просто взвешенно, после того, как в 1939 году Эстонская республика стала членом Советского Союза, практически всех членов правительства расстреляли либо отправили в лагеря. И, кстати, первый президент Эстонии отправляли в Уфу. Он жил на коммунистической. Вот была история, да, которую мы также в нашем эфире упоминали, с одной партией, которая сделала такую скандальную рекламу, да, политическую, по поводу того, что вот это вот для русских, а это не для русских, да, там, по-моему, на остановках... Да, пример сегрегации пытались привести. Да. И чем это все закончилось в итоге? Вот пошумели, забыли или какие-то выводы сделаны в результате? Они, конечно, внимание к своей партии привлекли. И обозначили это, что мы специально обострили внимание на этой проблеме для того, чтобы эту проблему решать. Эта партия набрала очень-очень мало голосов, и я не помню, там вообще попал ли кто-то от них в местное законодательное собрание или нет. Вопрос в другом, что есть более консервативная партия ЭКРО, которая считается, консервативная, и считается она более такая националистическая партия, которая проводит здесь факельные шествия. Но я общался с людьми на этом шествии, и они, в принципе, никакого негатива такого не испытывают. У них больше, наверное, именно... их можно ассоциировать с республиканцами в Штатах. Угу. И настроение общества в целом, вот что касаемо той провокационной рекламы во время выборов, где там пытались пример сегрегации, они разделили остановку, что типа эта остановка там для русских, а это для эстонцев. Части остановки. И общество отреагировало очень сильно критически на эту историю. Из моего круга общения в Фейсбуке, наверное, ни один человек не высказался в поддержку. И люди, которые, в принципе, аполитичны, а таких здесь довольно-таки много, потому что явка на выборах, по-моему, где-то в размере там 40-45%. То есть, по сути, половину все устраивает, ничего менять не хотят. И те люди, кто как-то активно высказываются, даже люди аполитичные, кто не высказывается, они выступали негативно по отношению к этой кампании. И сейчас, после того, как в эстонском парламенте третье место заняла консервативная партия ЭКРО, стал вопрос о том, что будут какие-то вот ценности, которые далеки от левых либеральных взглядов, которые сейчас находятся на пике. Но в ответ на это эстонское общество, опять-таки, появилось общественное движение, что-то типа «Наша Эстония», а «Общая Эстония», «Наша Эстония», если на русский язык дословно переводить. Они недавно проводили свое публичное мероприятие, и там что-то чуть больше 10 тысяч человек собралось на этот концерт. В Эстонии очень сильные певческие традиции, и национальная песня это является одним из таких элементов сплочения. И как раз вот они проводили на Певчевском поле свой концерт, и я говорю, больше 10 тысяч человек пришло. Но в целом, конечно, я могу сказать, что заметно, что левая идея, она сейчас начала сдавать назад. И все-таки больше прогосударственная правая идея начинает подниматься. Правильно ли я понял, Константин, что несмотря на то, что реализована система электронного домашнего, по сути, голосования, явка все равно такая небольшая? Да, она реализована, и можно проголосовать, по-моему, за 2 недели до дня голосования. Но явка небольшая, потому что люди не ходят на выборы, когда их все устраивает, либо они никогда ни во что не верят. Здесь, мне кажется, людей больше это устраивает. А ты сам видел, как реально это работает, дистанционное голосование? То есть человек, не сильно разбирающийся в интернете, там, в компьютерах, может справиться с этой задачей? Это же на самом деле удобно, на первый взгляд. Скорее всего, люди, которые живут в Эстонии, большинство, они вынуждены разбираться в интернете и в технологиях. Потому что, чтобы сдать, каждый гражданин Эстонии, не то что гражданин, каждый человек, кто живет в Эстонии, имеет вид на жительство, зарабатывает или не работает, он раз в год должен подавать налоговую декларацию. Все в онлайне.
Что? Все в онлайне, в смысле, да, без бумаг? Ну, можно прийти пешком, но, конечно, проще это сделать онлайн. Угу. И все это делают люди по интернету. А налоговые декларации подают, чтобы Константин, получить мы должны вычет. прерваться. У нас сейчас перерыв на новости. Я напоминаю, что на прямой связи со студией Константин Чадлин из Эстонии. Далеко не уходите, мы вернемся. В Москве 13 часов 30 минут. Новости на Эхе. Московская редакция агентства «Росбалт» полностью прекратила свою работу из-за обысков. Следственные действия связаны с уголовным делом о клевете, которое было возбуждено по заявлению бизнесмена Алишера Усманова. Оно касается одного из сотрудников «Росбалта». В обысках участвует более 10 сотрудников правоохранительных органов. Полицейские изымают жесткие диски, досматривают рабочие места сотрудников. Главный редактор Николай Ульянов говорит, что под угрозой срыва оказались 2 пресс-конференции, в том числе представителей ингушской оппозиции. Россия запретила экспорт нефти на Украину. Также расширяется запрет на ввоз украинской продукции машиностроения и легкой промышленности. С 1 июня ограничиваются поставки угля в соседнюю страну. По словам премьера Дмитрия Медведева, это ответные меры. Неделю назад Киев объявил об очередном расширении торговых санкций в отношении Москвы. Законопроект о языке, который находится на рассмотрении Верховной Ради Украины, должен стать предметом обсуждения с гражданами страны. Об этом в интервью РБК Украине заявил кандидат в президенты Владимир Зеленский. Это очень важный момент. Говорить с людьми. Потому что у нас не Верховная Рада, не президент, не премьер-министр не являются акционерами реформ, акционерами этой страны, акционерами Украины. Все граждане – акционеры Украины. И, пожалуйста, будь добр, со мной обсуждай все. Открытая платформа. Общайтесь с людьми. Ребят, сегодня мы хотим этот закон, мы хотим защитить украинскую мову. И это нормально, это язык этой страны, это державная мова украинская. Да, кто-то в то время, пока вы принимаете закон, какие-то кучки людей рассказывают. Знаете, что там за закон? Да, что вам всем нельзя будет говорить по-русски. Или там татарский, польский, где-то на Закарпатье по-венгерски. Никто ничего не объяснил. В том же интервью Зеленский сказал, что необходимо наладить диалог с жителями самопровозглашенных республик на востоке Украины. Писатель Дмитрий Быков находится в стабильно тяжелом состоянии. Оно обусловлено хроническим заболеванием, сообщила агентству ТАСС министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, в больнице Уфы 2 раза в день проводятся консилиумы врачей. Напомню, Быков был доставлен в клинику с борта самолета. Сначала врачи подозревали у него нарушение мозгового кровообращения, однако инсульт не подтвердился. На Мадейре объявлен 3-дневный траур после массовой гибели людей в ДТП. Водитель туристического автобуса потерял управление, съехал с дороги, и автобус упал на дом. В результате погибли 29 человек, большинство из них граждане Германии. В Москве начался ремонт дорог. В Центре организации дорожного движения предупреждают водителей, что из-за этого движение может быть частично ограничено. Власти обещают, что основной объем работ будет вестись в ночное время. Осложнение в движении ожидается в основном на МКАДе и в центральной части Москвы. В столице сейчас плюс 11 градусов, давление 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 28%, ночью обещают около нуля, завтра днем плюс 10-12 градусов без осадков. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. Eventology 2019. Конференция по событийному маркетингу и креативу. Ключевые профессионалы отрасли, резонансные кейсы, эффективные стратегии. 25 апреля. Краун Плаза Уфа Конгресс Отель. 246 46 52 246 73 74. 18+. В пятницу, 19 апреля, в гостях у «Эхо Москвы» директор уфимского филиала «Премьер БГС» Вадим Балтыров. Поговорим про готовые инвестиционные решения и их преимущества для начинающих и опытных инвесторов. Слушайте эфир в пятницу в 8:45. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Зарплата. Иш хакы.
Зарплата за год. Еллык эш хакы. Зарплата за год. Еллык эш хакы. Зарплата Радия Хабирова за год оказалась в 2 раза меньше, чем у его предшественника. Ради Хабировтың 1 еллык эш хакы Рөстәм Хамитовтыкына караганда 2 тапкыр кәмерәк булып сыккан. Зарплата Радия Хабирова за год оказалась в 2 раза меньше, чем у его предшественника. Ради Хабировтың 1 еллык эш хакы Рөстәм Хамитовтыкына караганда 2 тапкыр кәмерәк булып сыккан. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» на радио «Эхо Москвы» в Уфе. У микрофона Руслан Валиев. И на прямой связи с нашей студией Константин Чадлин, политический эмигрант, который вышел с нами на связь из Эстонии. Для зрителей в Фейсбуке и Ютубе сообщаю, что сейчас у нас более-менее нормально, и Константина можно лицезреть по нашему телевизору, ну а радиослушатели могут нас прекрасно слушать дальше. +7 927 304 1051, куда уже приходят, номер телефона, куда уже приходят вопросы, к ним чуть позже обратимся. А сейчас хотелось бы тему закруглить, да, вот с цифровым обществом в Эстонии. Ты хотел еще добавить что-то? Да, и в принципе хотел добавить, что тоже необычно для любого, наверное, россиянина, это то, что водительские права, которые я недавно поменял уже на евросоюзовские, на эстонские, свои российские права, ты можешь их с собой не возить. Если есть в базе информация о тебе, то ни один госорган, в том числе полиция, у тебя не будет спрашивать ту информацию, которая уже официально тобой получена, либо подтверждена. А как они тебя идентифицируют? Вот ты пришел и говоришь, меня зовут Константин. Можешь назвать имя, фамилию, дату рождения, либо свой личный код. И они уже сами по базе просмотрят, проверят. Причем, что самое интересное, в эту базу ты тоже, конечно же, имеешь доступ и можешь себе там выбрать аватарку. То есть то, каким тебя будет видеть государство. Интересно. Ну что, обратимся к вопросам, которые к нам поступили. Дмитрий Колпаков спрашивает, а не хочется ли тебе вступить в какую-нибудь европейскую партию? Возможно ли это вообще? Мой опыт политической деятельности пока еще больше количества мною прожитых лет, половины. Поэтому пока я отдыхаю и возьму паузу в этой истории. А есть политические силы, которым симпатизируешь и думаешь, что вот если бы вот я был готов, вот я бы вот точно с ними пошел бы заодно? Ну, в первую очередь, я гражданин России. И если это будет какая-то политическая сила, то это будет связано, скорее всего, с Россией все-таки. Угу. Ну и вот как раз вопрос от Павла Степанова. Если перестанут преследовать, ты вернешься? Я не исключаю такой вариант. Но вопрос в другом, что, к примеру, перестав преследовать меня по этому делу, не факт, что там не возбуждено какое-нибудь другое дело. Потому что после того, как уехал я, были вынуждены уехать со страны ряд моих знакомых, которые в прошлом году попали в федеральный список экстремистов, и они сейчас находятся в статусе просителей убежища в других странах, в США и в одной из стран Евросоюза. И у них пока нет ответа по их кейсам, но на них были возбуждены дела по другой статье. Угу. Есть кто-то из них, кто из Башкирии, из Уфы? Они из Уфы, это уфимцы. Вот так вот даже, да? Вообще сейчас, по моей информации, из уфимцев 6 человек просят убежище политическое в разных странах. Это те люди, кто из Уфы запросил убежище. Угу. Находясь в Уфе, получается, еще? Или уже все-таки переехал? Нет, конечно. Чтобы запросить убежище, надо попасть в ту страну, где ты просишь убежище. То есть эти люди уже покинули страну и запросили убежище в разных странах. А какого рода деятельностью они занимались? Вы были единомышленниками или как-то вот совершенно разные истории у всех? Ну, эти двое ребят из моих знакомых, кто попали как раз в федеральный список экстремистов, мы больше занимались, наверное, спортивно-молодежной деятельностью, именно по молодежным движениям, там, в плане страйкбола, каких-то дискуссионных клубов. Другие ребята, кто я знаю из партии либертарианцев, плюс есть люди, кто запросил по той причине, что преследуют органы власти медицинские, то есть со стороны медицины государственной, из-за того, что человек начал скрывать проблемы
которые есть в медицине в республике, и люди, которые запросили убежище по причине сексуальной ориентации. Угу. И к ним относительно тоже было преследование. Но наверняка преследование было по каким-то, ну, скажем, уголовным статьям, да? Не относящимся напрямую к деятельности. К 4 из этих людей были, да, по уголовным статьям. Угу. Естественно, люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, они не по уголовной статье, они по постоянным угрозам жизни, здоровью и преследованиям со стороны государства. Правильно ли я понимаю, что вот в твоем поле зрения, скажем, нет еще ни одного примера, когда бы вот этот процесс, маховик, завертевшийся, да, со стороны силовых органов, прекратил бы вращение, да, и люди могли бы как-то, ну, я не знаю, задуматься, по крайней мере, о возвращении? Из людей, которые из Башкортостана, нет. Из людей из других регионов я вижу, такие ситуации бывают, там, к примеру, Елена Матузная. Угу. И, по сути, даже по моему делу, будь, например, в наших силовых структурах люди не верные, а умные и квалифицированные, они, в принципе, могли мне развернуть в самом начале мою историю с политубежищем. Элементарно, если бы суд вернул материалы обратно в прокуратуру на доследование, и прокуратура вернула бы в МВД, ни одна страна в мире формально не могла бы мне дать убежище, так как суд защитил мои интересы. Слушай, а существуют ли какие-то инструменты, институты европейские, да, которые могли бы выходить, я не знаю, на связь с органами силовыми в России, как-то вот взаимодействовать, что-то спрашивать? Или такого нет, в принципе, контактов таких не существует? Дело в том, что есть организация Интерпол, которая отвечает за вот эти криминальные истории. Но больше, в принципе, никаких консультационных органов не существует. Нас тут поправляют, Матузная не Елена, а Мария. Мария Матузная, да. Я просто фамилию помню, имя может не очень. Понятно. +7 927 304 10 51 — это номер для смс-сообщений, с помощью которых вы можете задать свой вопрос Константину Чадлину, который находится на прямой связи со студией по скайпу. Ну и хотелось бы, конечно, нашу повестку республиканскую обсудить. Я вот, по крайней мере, по Фейсбуку вижу, что ты так или иначе следишь, да, за нашими событиями, тем более, что в этих событиях вращаются люди, со многими из которых у тебя были так или иначе отношения, тем более ты был одним из активных членов молодой гвардии «Единой России», да. Как оцениваешь деятельность в Рио главы региона Радия Хабирова на этом посту последние полгода? Я могу точно сказать, что ему тяжело. Так. И что видно, что он привык к другому формату работы, так как, возможно, мы с ним пересекались, я имею в виду, в каких-то проектах организационно-структурно. Я понимаю вот те даты, когда он ставит жестко срок, а люди на местах недоумевают. Это типичные задачи администрации президента России. То есть есть задача, нужно ее выполнять. Не разглагольствовать, не проводить вот эти бесконечные круглые столы, совещания, определение рабочих групп, создание дорожной карты. Все, есть проблемы, идите решайте. Я не знаю, как быстро он с этим справится, и справится ли он это без полнейшей ротации всех на местах в республике. Но в целом я вижу, что идет обновление. Там люди действительно верно, правильно подмечены, с кем я был в молодой гвардии, занимают руководящие места. И я знаю, что эти люди работают, я знаю, что эти люди будут работать именно на результат. В том числе, что касается и политических историй. Не только там в плане управления каких-то регионов, а в плане открытости, контактов с населением и формирования нормальной самой структуры отношения власти и населения. А давай скажем, какие люди, какие конкретные примеры, вот кто у нас есть? Руслан Гизатуллин, Николай Николаевич Самойленко. Они же возглавили Самойленко Иглинский район, а Гизатуллин Кушнаренковский. Да. Да, поэтому, по соцсетям по их я вижу, что они работают. И когда мое знакомство с Русланом было, когда молодая гвардия создавалась в Уфе, и он сразу давал понять всем, что в эту организацию мы приходим работать, а не для того, чтобы строить свою личную политическую карьеру. Это была изначальная позиция. Самойленко, насколько я знаю, он уже, когда приходил в политику, он уже был состоявшимся бизнесменом. То есть он без инструментов государственного влияния, воздействия, там, каких-то поблажек, связей, смог выстроить свою бизнес-структуру и смог обеспечить, чтобы она нормально работала. Это тоже надо уметь в России сделать.
И мне кажется, в плане работы с районами у них тоже должно получиться, тем более, что Иглинский, что Кушнаренковский районы непростые. Но Кушнаренский, может, поменьше я знаю, но в Иглинском знаю проблем ого сколько, тем более он находится рядом с Уфой. И там есть такие вещи, которые, грубо говоря, как любое управленческое решение, выбор между худшим и плохим. И нужно суметь выправить в этой ситуации свою линию действий и определить, как сделать лучше. Потом, хоть и есть со стороны ряда людей критика в отношении системы «Инцидент», я могу точно сказать, что система работает, и те люди, кто работают в госструктурах, именно чиновники на местах, они мне часто пишут из моих знакомых и спрашивают: слушай, вот то-то, то-то, что он нам делает, там мы видим, что это откровенный троллинг, но все равно нам это спускают сверху, нам приходится по этим вопросам отчитываться. То есть действующие чиновники из Башкирии сейчас к тебе обращаются с вопросами, да, как быть? Ну, конечно, люди же со мной контактировали, несмотря на то, что когда в отношении меня дело было возбуждено, и когда я уехал из страны и получил убежище, эти люди продолжают со мной общаться, может, они там не комментируют меня в Фейсбуке, но у нас есть там канал связи, там по e-mail переписываемся, какие-то вопросы мне задают, потому что, не знаю, может быть, им там про Чуковскую неудобно дергать в каких-то вопросах, может, им уже они один раз объяснили, они не поняли, им проще ко мне обратиться с этим вопросом. Угу. Правильно ли я понимаю, что вот ты в принципе считаешь, что Единая Россия способна внутри себя, я не знаю, там выращивать эффективных руководителей, чиновников, политиков, в конце концов, и таковой она была и таковой остается, или что-то изменилось? Я всегда говорил, что я не являюсь членом Единой России, и я не вступаю в Единую Россию, потому что партия не отражает моих взглядов и убеждений политических, моих интересов. Это именно что касаемо партии. Но я видел, как работает Рустем Маратович Ахмадинуров. И никогда не было ни одной ситуации, чтобы он был закрыт к какому-то чужому альтернативному мнению, не к своему. Он всегда мог любого человека выслушать и взять то рациональное зерно, которое человек предлагает. То есть это совершенно мог быть любой там неадекватнейший со всех точек зрения проект, но человек мог прийти к нему и в рамках вот этой школы российской политики он помогал дорабатывать этот проект и приводить его в человеческий вид, чтобы этот проект работал. Если также будет продолжаться работа и в региональном отделении в Башкирии, это будет только здорово. И я помню, когда я написал как раз поздравление Ради Фаридовича Хабирова с днем рождения, пожелал ему справиться с этими проблемами, мне люди и в личку начали писать, и в комментах, что типа, как там, тебя там купили, ты, видимо, продался, ты рассчитываешь, что сейчас там Хабиров за тебя слово замолвит. Я ему говорю: камон, во-первых, я просто сделал хорошее пожелание. Я ни одного слова не написал там какого-то восхищения или что-то необоснованного. Да даже восхищение, в принципе. Именно пожелание. Мне кажется, любой человек, кто переживает за свою республику, за свой город, любому чиновнику должен желать только хорошего, чтобы он справился с этими задачами. Слушай, а на твой взгляд, вот быть все-таки в составе молодой гвардии, это разве не одно и то же, что быть членом Единой России? Вот по существу? Конечно, нет. Формально-то нет, а по понятиям, да, скажем, по смыслу? По смыслу тоже нет. Потому что бывали ситуации, когда там с Единой Россией обращались в молодую гвардию, и если, к примеру, этот вопрос касался моего направления, я только так некоторых людей разворачивал, независимо там от их статуса в системе Единой России, либо в органах государственной власти республиканской. Если я вижу, что это там откровенно какая-то дичь или бред, то я говорил, что это напрямую, и говорю, что мои ребята это делать не будут. Вот из твоих слов я, в принципе, понял, что в целом и в общем ты приветствуешь приход Радия Хабирова в республику и те способы, как он работает, тех людей, которых он привлекает, правильно? Конечно, я симпатизирую тому, что делается, тому, каких людей привлекают и как их привлекают к этой работе. Может быть, у меня есть несогласие с какими-то отдельными моментами, но я же тоже, опять-таки, сужу издалека сейчас. И сложно делать выводы, не обладая какой-то всей информацией, всей объемом информации. То есть то, что мы видим с одной стороны, может выглядеть на самом деле совсем по-другому. Что будет в результате, время покажет. Вот вопрос от Дениса приходит. Хотелось бы узнать про политические взгляды Константина. То есть, видимо, сторонником какой партии на сегодняшний день? Мои взгляды всегда были правоцентристские, я никогда от них не отказывался.
А есть ли на сегодняшнем политическом Олимпе России, я не знаю, конкретная партия, конкретный политик, который вот олицетворяет эти взгляды, которого ты готов? А он не в России находится. Это ты? Или кто? Ну нет, это Михаил Борисович Ходорковский, он один из таких лидеров политических, неформальных, кто продвигает идею парламентской республики. И мое мнение, что в России это то, что сегодня нужно, это именно парламентская республика. Угу. Кстати, нет какого-то взаимодействия вот с силами Михаила Ходорковского, находясь из Эстонии? Переписки? Ну, мы все в первую очередь люди, и, конечно, я общаюсь с рядом людей, кто имеет отношение к деятельности «Открытой России». Угу. Самоликвидирующаяся организация на территории Российской Федерации. Хотелось бы твой комментарий по поводу того, что у нас вот еще события произошли, связанные с арестом политического деятеля, я имею в виду Айрата Дильмухаметова, да? Он был арестован по экстремистской статье за видеоролик, который был опубликован год назад на его странице в Ютубе, где якобы он призывает к нарушению территориальной целостности России, так называемая крымская статья. В курсе этой истории? Ну, конечно, в курсе. Потому что, скажем, я радовался, когда Дильмухаметов вышел, и, конечно, печально узнавать, что там мой знакомый человек, к которому я отношусь с уважением, снова может получить срок. А если человек садится в СИЗО, то он, скорее всего, получит срок. Я не понимаю, зачем это нужно было делать, потому что, по сути, Дильмухаметов не является лидером движения национального в Башкирии. Угу. На твой взгляд, это все работа федеральных ведомств, да, соответствующих, или это может быть какая-то связь с выборами, которые ожидаются в республике? Я думаю, это федералы, потому что, по моим личным оценкам, на голосование за Хабирова, бюджетники точно, это уже 24-27% от избирателей. Представители элит и люди, на кого они имеют влияние, это еще порядка 10-15%. Вот уже, считайте, близко к 40%. ВЦИОМ опубликовал рейтинги, вот буквально сегодня впервые вышли официальные цифры, там 61, по-моему, процент поддержки на сегодняшний день. По моим прикидкам, Хабиров точно набирает где-то больше 55. Но я еще ВЦИОМ не видел, не читал, но вот я говорю по моим ощущениям, потому что я еще когда 2 года назад в России был, в Башкирии, я знаю, какое было ожидание Хабирова в регионе. Уже 2 года назад. Постоянно люди об этом говорили. И чиновники говорили, и представители элит говорили, и общественники говорили, что вот сейчас придет Хабиров, вот сейчас мы заживем, сейчас все изменится, сейчас будет классно все. Люди ждали этого. И в Рио сейчас очень большой кредит доверия. На твой взгляд, есть ли шансы на то, что у нас в регионе могут быть на выборах какие-то сюрпризы в виде выдвижения реальных конкурентов сильных? А если, например, таковые будут, то и результаты могут ли быть такими, какие были на некоторых региональных выборах в сентябре прошлого года, когда неожиданно победили коммунисты? Я могу сказать, что в республике самый лучший пример, как по моим ощущениям, школы политического лидерства и именно политической школы работы с общественностью, лучший пример — это Владимир Яковлев, который сейчас депутат Курултая, и он не побоялся пригласить наблюдателей «Голоса» для того, чтобы они наблюдали за голосованием. И наблюдатели «Голоса» подтвердили, что Яковлев победил честно в этой борьбе у себя в округе. И я считаю, что если выборы будут строиться по той же модели, которую использовал Яковлев, если процедура голосования и работа с населением будет построена по той же модели, а я подозреваю, что он свою модель позаимствовал у Рустема Маратовича, а сейчас, тем более, работая вместе, опыт всех будет объединяться и использоваться, то результат будет, победа будет легитимной, и не будет необходимости делать какие-то вбросы. А для чего тогда поменяли у нас председателя Центра избиркома, в общем-то, Хайдар Валиев мог работать? Почему его раньше не поменяли? Так, а почему должны были менять? Почему он сам не поменялся, когда там всплыла история с его научной работой? Он отозвал свою диссертацию, сказал: ребята, да, окей, я исправлю ошибки. Отозвал, все, уходи с поста. То есть, на твой взгляд, причина в этом, да, не в выборах? Конечно, но это же такое же вот отношение человека, который получил какой-то элемент власти, такой же, как этот, Балуцкий, который избежал наказания за езду в нетрезвом виде, потому что истек срок давности. Что за бред? Господи, ты депутат, и ты пьяный едешь за рулем, а что ты можешь требовать тогда от людей, в принципе?
Слушай, вот у нас последние полгода самая такая горячая тема — это ситуация в Сибае и то, как эта ситуация была решалась, да. Вокруг этой ситуации тот же Хабиров не раз довольно жестко эмоционально высказывался, какие-то такие нюансы всплывали, мы это все в эфирах обсуждали. Вот на твой взгляд, все правильно делалось или все-таки можно было эту ситуацию решить как-то иначе? Я могу сказать, что это, конечно же, наследство Хамитова. История с Сибаем. Отсутствие рекультивации, отсутствие восстановления грунта, отсутствие профилактических мер – это все хамитовское наследие. И что очень важно и правильно делает Хабиров сейчас, он не перекладывает ответственность на предыдущего главу. Как человек далекий от химии и процессов подземного горения, я не могу сказать, правильно, неправильно, там топят, ставят вентилятор. Ну, конечно, вентилятор имеет смешно, потому что даже моего уровня образования гуманитарного достаточно, чтобы понять, что эти вентиляторы даже просто несоразмерных гигантских размеров, чтобы как-то двигать воздушные массы, которые, колоссальные по своему объему. Но, не знаю, надо плотнее работать с населением. Эвакуация – это тоже сложный вопрос. Надо больше прозрачности. Мне кажется, если к людям выходить, таков российский менталитет. Если к людям выйдет чиновник... Смотри, я вот сейчас поясню, у нас немного времени осталось. Просто был приезд политолога Никиты Исаева, на что Ради Хабиров жестко эмоционально ответил, что да, в общем, правильно поступили те, кто на него напали. И был жесткий ответ местному активисту, который сказал, что вот мы хотим на митинг выйти, а Хабиров, какой митинг, да вы что, да я вас не боюсь и так далее. Вот нормально ли такая реакция? Нет, он не сказал, какой митинг, да вы что, он сказал, что я вас не боюсь, выходите, только не нарушайте закон. Хабиров эмоциональный человек, это видно. Хоть и пытаются это ставить ему в минус, мне кажется, невозможно сейчас другая система управления. Но если это в рамках закона. Что касаемо приезда Исаева, у меня к Исаеву, скажем так, неоднозначные отношения. Непонятно, что он такой всю жизнь не ездил в Башкирию, его там не интересовала ни история с Карнашпаном, ни какие другие проблемы, ни Шиханы. А тут он вдруг заинтересовался сибайским карьером. Здесь есть какая-то подковерная борьба, мне кажется. Вы с ним не были знакомы раньше? Я знаю людей, которые работали у Исаева. Ну что ж, Константин, наше время подходит к концу. Я благодарю тебя. Напоминаю нашим радиослушателям, что на прямой связи с нашей студией по скайпу был политический иммигрант Константин Чадлин из Эстонии. Большое спасибо, Кость. Спасибо всем, кто был с нами. До новых встреч. До свидания. Никакого секрета.